Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели нашей республики. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о главном. Поддержать участников СВО и сохранить историческую правду. Сегодня, как никогда, нужен общий дух, патриотизм. Нужен, чтобы все объединились. В Башкортостане успешно стартовал федеральный проект «Дни армейской культуры». В унисон патриотическому мероприятию звучал фестиваль «Романтика осени». Расскажем, как это было. Немного ли рекламы? Соцсети буквально кишат многочисленными призывами приобрести тот или иной товар. Штраф до $500 000 и блокировка аккаунта. Что нужно знать о новом законе, который перекроет блогерам популярные каналы сбыта своей рекламы? Каждая публикация, каждое размещение рекламы является отдельным нарушением. С осени под запрет попадет и бизнес в СНТ. Любой бизнес. Кто это придумал? Это что, законы для людей, что ли, делают? Кто эти законы пишет? Табу на автомастерские, гостиницы, платные банки или сауны, кафе и даже магазины. Есть ли лазейки, которые помогут предпринимателям удержаться на плаву? Многие не понимают и кажется, что если у меня земельный участок собственности, значит я то, что хочу, то и делаю. Это не так. Никакого авторитета. Вот у меня КАМАЗ номер 700, от этого он Феррари же не становится. Национальный автомобильный союз предложил запретить госномера с двусмысленным значением. А между тем, есть люди, которые готовы платить за них немалые деньги. Бывает так, что целая семья делает нам запрос. Поддержать участников СВО, сохранить историческую правду и воспитать патриотизм. В Башкортостане успешно стартовал федеральный проект Министерства обороны России. В рамках Дней армейской культуры в республике до 27 августа состоятся множество мероприятий. Это круглые столы, мастер-классы и другие активности. А каждый вечер Советская площадь Уфы превращается в концертный зал над открытым небом. Тему продолжит Руслан Бутыргареев. Знамя несут ветераны специальной военной операции. После прохождения знаменных групп парадный расчет, состоящий из спортсменов и общественных деятелей республики, выносят на Советскую площадь главный государственный символ длиной около 10 метров. И неспроста Дни армейской культуры в Уфе стартуют в День российского флага. Действительно, начинается очень мощный праздник. Он начинается именно с праздника, с Дня российского флага. А закончится с днем рождения нашего героя России Шаймуратова, генерала Шаймуратова. Торжественное открытие форума завершилось минутой молчания, которые почтили память погибших участников специальной военной операции. Дни армейской культуры проводятся по предложению Министерства обороны России и согласно распоряжению главы Республики Башкортостан. Центральной локацией выбрана Советская площадь, где и пройдут основные мероприятия. Я считаю, что нужно, потому что это человек создает патриотизм. Как бы с малых лет надо, скажем так, заряжать это в молодежи. Для меня, например, если с семьей, с супругой я пришел, для меня это интересно послушать, все-таки это наша история. Те песни, которые мы сейчас уже прослушали, слушаем, стоим и мурашки по коже, потому что мы их в детстве слышали, вместе пели, и детвора, чтобы тоже слышала, впитывала эту музыку и равнялась на старшее поколение. В рамках Дня армейской культуры в Уфе стартовал 3-й фестиваль классической музыки «Романтика осени». В первый день со сцены звучали песни военных лет. Солистами дня открытия стали заслуженные артисты России Оскар Абдразаков и Василий Ладюк, а также заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова. Вы знаете, это мой один из самых любимых форматов. Еще наш замечательный
русский певец Дмитрий Хворостовский положил начало вот этой традиции исполнять песни военных лет с симфоническим оркестром. И записал альбом и проехал по всей стране. И это для нас, конечно, такое эталонное исполнение. Мы все прекрасно знаем, в каком мире мы живем. И сегодня, как никогда, нужен общий дух, патриотизм. Нужен, чтобы все объединились. И такие песни наших дедов, которые написали, я считаю, одни из величайших песен того времени. Но я считаю, что и нашего времени тоже. Не только концертные номера наполнены духом патриотизма, но и вся программа Дней армейской культуры. В рамках масштабного федерального проекта в Уфе проходят различные мастер-классы, круглые столы и форумы. Дни армейской культуры – это комплекс мероприятий, которые охватывают не только концерты, мастер-классы, выставки, но обязательно круглые столы и форумы. И целью Дней армейской культуры является в первую очередь героизация подвигов защитников Отечества и сохранение исторической правды. Патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти стали основными вопросами, которые накануне обсудили специалисты библиотечного дела с разных уголков Башкортостана. В рамках Дней армейской культуры в колонном зале республики состоялся библиотечный форум «Сила в правде». Как раз-таки библиотекарь является тем охранником правды, исторической памяти. Поэтому сегодняшний библиотечный форум полностью будет отражать эту тематику. У нас несколько докладов, начиная от комплектования, какую литературу мы сейчас должны читать. Днем ранее в колонном зале состоялся еще один форум, собравший уже участников СВО и родителей погибших бойцов. На круглом столе своя семейная гостиная обсудили всестороннюю поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции. То, что сегодня делается в республике, это уже большое количество наших ветеранов СВО возвращаются. Мы их здесь встречаем прежде всего с нашим филиалом Госфонда «Защитники Отечества». Огромная здесь работа проводится муниципалитетами. На форуме состоялось награждение. Родителям одного из погибших бойцов передали медаль за отвагу. Также представители башкирского филиала Госфонда «Защитники Отечества» передали ветеранам СВО с инвалидностью комплекты адаптивной одежды для реабилитации и занятий спортом. Она была внесена в перечень технических средств реабилитации весной 2025 года. Мне кажется, зимой это будет очень удобно. Потому что если, допустим, есть своя машина, чтобы... Когда долго едешь, ноги все равно устают в протезах. И зимой, в машине снять штаны – это весьма проблематично. Как сказали, там по бокам, я так понял, есть специальные молнии, которые отстегиваются. И при помощи них можно спокойно зимой снять, либо переодеть. В рамках Дней армейской культуры в Уфе проходит множество выставок. В музее полярников имени Валерьяна Альбанова свою экспозицию представил Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого из Санкт-Петербурга. А в Башкирском государственном художественном музее развернулась выставка «Открываем Россию заново. Вместе». Свои работы показывают члены студии военных художников имени Грекова и живописцы Башкортостана и России из собрания самого музея Нестерова. Мы каждый год ездим и в зону боевых действий, собираем материал. Мы тоже со своим оружием, с кистью, с холстом, с карандашом творим историю, запечатляем те моменты истории, которая будет передана будущему поколению. 6 ярких дней, насыщенных концертами, выставками в музеях по всей республике, патриотическими кинопоказами и мастер-классами. Дни армейской культуры в Башкортостане посвящены 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества в России и году поддержки участников специальной военной операции, членов их семей в Башкортостане. Дни армейской культуры продлятся до 27 августа. Каждый вечер, начиная с 18:00, уфимцев и гостей города будут ждать на Советской площади, послушать песни военных лет, классическую музыку и окунуться в армейскую культуру можно будет, посетив центральную площадку масштабного проекта. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов. Итоги недели. К слову о романтике осени. Мероприятие каждый год принимает участников из разных регионов. В этом году, помимо певицы из Беларуси, специальным гостем стал пианист из Великобритании Фредерик Кемф. Он выступал на одной сцене с Госоркестром Башкортостана. Отличный город и отличная погода. И очень интересная пища. Мне это всегда
Я люблю узнать, как культура, как люди там в городе. К сожалению, у меня не было так много времени, чтобы посмотреть, но, конечно, это очень интересное время сейчас, летом. Завершающий день музыкального праздника посвятили интернациональному искусству. Со сцены звучали половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Музыканты также исполнили третью часть второй симфонии Сергея Рахманинова «Сюиту Маскарад» Арама Хачатуряна. Не обошли стороной и башкирских мэтров. Речь о симфонической поэме «Салават» Загира Исмагилова. Добавлю, что «Романтика осени» стала уже полюбившимся мероприятием у зрителей. В прошлом году его посетили более 65 тысяч человек. Зрители телеканала БСТ могли наблюдать за происходящим на Советской площади в прямом эфире. А в этом году очень разумно сделали. Эти все концерты транслируются по телевизору. И те люди, которые живут в других городах, у них есть возможность все это послушать. Поэтому это вообще замечательная идея. А мне любая музыка нравится. Почему? Потому что музыка, которая от души, она душу теребит и оживляет. Все люди красивые приходят, заряжаешься энергией положительной, энергией от оркестра, энергией от людей. Прекрасно, конечно, это нужно. Бизнес под запретом. С 1 сентября на территории садовых товариществ нельзя заниматься любой коммерческой деятельностью. Табу на автомастерские, гостиницы, платные бани или сауны, кафе и даже магазины. Нововведение уже вызвало ряд вопросов как у предпринимателей, так и самих дачников. Что делать тем, кто не первый год получает доход, оказывая различные услуги на территории СНТ? В деталях разбирался Артур Шамсудинов. Никакого вреда земле он не приносит. Это же не рюмочная, где происходит распитие спиртных напитков. Этот магазин единственный на 5 садовых товариществ. В потенциальной зоне обслуживания почти 1500 участков. Дачи расположены на своеобразном полуострове. До большой земли либо давать крюк на машине, либо пробираться пешком по бездорожью. Я здесь живу. Мне периодически нужны сладости, супруге, себе. Идти в Юматово – это далеко, 40 минут. Только в один конец, и дорога плохая. Больше здесь магазинов нету. Поэтому я беру здесь. В летний период, начиная с мая по сентябрь, людей много. Очень много людей здесь живет. Пенсионеры, бабушки там, внуки. В СНТ «Родник» стандартный размер участка чуть меньше 4 соток. На одном из таких и расположена торговая точка. И уже с 1 сентября, согласно новой поправке, она станет вне закона. Владельцы, как и клиенты, в недоумении. Очень много людей приезжают в сады на электричке. Не у всех есть машины. И тащить продукты первой необходимости им тяжело. Поэтому они с электрички заходят в магазин и покупают кто хлеб, кто питьевую воду, кто какие-то свои продукты, которые им необходимы. Поэтому магазин абсолютно нужен. Он никакого вреда он для земель сельского назначения не приносит. Под запрет попадает любая коммерческая деятельность, не только традиционные торговые лавки, но и, например, маркетплейсы. Впервые слышала, потому что Озон строили месяца 2 назад, 1,5. То есть даже слухов таких не ходило. Все заказывают, от мебели до колес, продукты даже. А еще нельзя будет открыть сауны, гостиницы или автомастерские. Впрочем, здесь, например, как уверяет мужчина, благотворительная шиномонтажка. Выходит, и под закон новые не попадают. У меня это не бизнес. У меня это я делаю своей машиной. Даже тот же самый шиномонтаж написан. Вот здесь стоял шиномонтаж, он был благотворительный. Прямо на нем так и написано, если через забор увидите, там написано благотворительный шиномонтаж. За шиномонтаж мы денег не просили. Кто это придумал? Это что, законы для людей, что ли, делают? Кто эти законы пишет? Одна из лазеек, которой уже пытаются воспользоваться некоторые предприниматели, перевод земель из одной категории в другую. Пока непонятно, станет ли этот способ спасением для бизнеса. Эксперты скептически относятся к такой затее. СНТ в чем особенность? Вот если у меня, допустим, участок ИЖС, я автономна. А если в СНТ, то я обязана соблюдать такое некое государство внутри. То есть нельзя один СНТ
СНТ, другой гостиницу перевел, да, другой там склад и так далее. Это есть такое некое комьюнити, многие не понимают, и кажется, что если у меня земельный участок в собственности, значит, я то, что хочу, то и делаю. Это не так. Поэтому в законе также запрещено, что, фактически в 99% изменить вот этот вид разрешенного использования и сделать, допустим, что у меня будет мини-гостиница или глэмпинг, к сожалению, никак не представляется возможным. Юристы подчеркивают, закон не такой уж и новый. Сады изначально предназначались только для одной единственной деятельности – огородничества. И, по сути, поправка лишь уточняет уже существующую формулировку – использовать участки только для удовлетворения личных нужд, без какой-либо коммерческой деятельности. Штрафы, которые предусмотрены КАПом Российской Федерации, это процент от кадастровой стоимости участка. И если кадастровая стоимость, допустим, не определена, то для физических лиц это до 25 тысяч рублей, для коммерческих организаций до 200 тысяч рублей. Конечно, бизнес бизнесу рознь. Если небольшой магазин на окраине вряд ли кому помешает, какая-нибудь баня в центре товарищества с ее шумными клиентами порой может доставить хлопот огородникам. И все же одна легальная возможность подзаработать остается. Запрет не касается садоводов, которые захотят продать выращенное на собственной грядке. Так что самим дачникам переживать не стоит. А вот что будет с предпринимателями, станет понятно после вступления закона в силу. Конечно, сложно представить, что бизнес разом закроет. С другой стороны, как говорят эксперты, в новых поправках нет дополнительных временных положений. То есть, по сути, к исполнению обязательно незамедлительно. То есть с 1 сентября. Артур Шамсудинов, Роберт Давлетбердин, Ренат Акбашев и Булат Садриев. Итоги недели. С 1 сентября в России вводятся запреты на размещение рекламы на запрещенных ресурсах, в том числе в социальных сетях, признанных экстремистскими организациями. За нарушение пользователям будет грозить денежный штраф до 500 000 рублей и даже блокировка аккаунта. Также нельзя будет проводить совместные розыгрыши и взаимопиары. Эксперты предупреждают, последствия могут возникнуть и из-за старых публикаций. Подробности в репортаже Анны Морозовой. Сейчас у меня в гостях находится телеканал БСТ, съемочная группа, мои коллеги. Если многих героев наших сюжетов камеры зачастую приводят в ступор, то это точно не про Гульназ Фаттахову. Она и сама долгое время работала на телевидении, а теперь уже более 10 лет активно ведет личный блог в соцсетях. Здесь Гульназ делится с подписчиками секретами моды, стиля, воспитания детей и просто рассказывает о своих буднях. У меня начинались первые съемки на БСТ 16 лет назад. Я такая же молодая и красивая. Молодой, красивой и полной жизнью Гульназ Фаттахова остается и сегодня. Возможно, именно поэтому число подписчиков в ее аккаунте с каждым днем только растет, как и предложения о рекламе. К такому виду заработка Гульназ прибегает нередко. Однако уже с 1 сентября продвижение товаров и услуг в запрещенных в России соцсетях Инстаграм и Фейсбук станет незаконным. За нарушение блогеру может грозить денежный штраф и даже блокировка аккаунта. Под ответственность подпадают все участники сделки, то есть как заказчик рекламы, так и рекламораспространитель. В отношении физических лиц у нас установлен штраф до 2500 рублей, в отношении индивидуальных предпринимателей до 2000 рублей и в отношении юридических лиц до 500 000 рублей. Каждая публикация, каждое размещение рекламы является отдельным нарушением. То есть, если вы разместили 3-4 публикации, или 5 раз репостнули, то, соответственно, штрафы суммируются. Причем рекламой может считаться любое упоминание товаров и услуг, даже призыв к подписке с целью обмена контентом. А вот, к примеру, бизнес-аккаунты вполне могут существовать и дальше, но и здесь есть свои нюансы. Компания может продолжать вести свой бизнес-аккаунт, может размещать информацию о жизни этой компании, о том, какие товары, услуги она производит, о ценах, об акциях, об отзывах потребителей, но в таком формате информирования, то есть без использования маркетинговых инструментов, которые направлены уже на призыв купить. Следить за формулировкой важно и при ведении личного аккаунта. Это должен быть информационный контент без призыва к действию. Мне кажется, сейчас которая суета происходит, паника какая-то, она больше от незнания, от невладения информацией. Человек такое существо адаптивное, мы под все подстраиваемся. Каких только не было препятствий на протяжении этих лет, всегда находился выход. Если же совсем обойтись без рекламы не получается, то для ее размещения можно воспользоваться другими популярными соцсетями, например, Telegram.
Социальные сети я веду уже 3 года, набрал 95 тысяч подписчиков. И, конечно же, я зарабатываю со своего блога, так как я обучаю людей снимать видео, монтировать видео красиво. От своей страницы запрещенной социальной сети я не отказываюсь, потому что там тоже буду снимать ролики. Просто не будем делать прямого призыва, будем делать качественно, чтобы люди сами заинтересовались нашей услугой и приходили и покупали. Рекламы на страницах блогеров сегодня никого не удивишь. Для многих это основной вид заработка. А потому соцсети буквально кишат многочисленными призывами приобрести тот или иной товар. Конечно же, по выгодной цене и высочайшего качества. Так вот, будут ли наказывать за подобные старые публикации, пока неизвестно. Но если страница находится в открытом доступе, то лучше рекламу удалить. От греха подальше. Анна Морозова и Булат Садриев. Итоги недели. Мобильные бани, стройматериалы, внедорожники и башкирские дроны. На неделе в зону СВО прибыл 159-й гумконвой от жителей Башкортостана. Адресная помощь предназначена для 30 воинских подразделений. Среди них полк Башкортостан, батальоны Шеймуратова, Достовалова и Салавата Юлаева. В составе груза автомобили, мотоциклы, стройматериалы, ударные дроны и личные посылки. О встрече земляков за ленточкой. Репортаж нашего военного корреспондента Азат Садриева. В последний раз братья с позывными «Егерь» и «Башкир» встречались почти полгода назад, когда были дома в Бурзянском районе в краткосрочном отпуске. Младший кадровый офицер Вооруженных сил России на СВО с первых дней. Старший многодетный отец ушел добровольцем. Служат на разных направлениях. Увиделись снова, когда приехали встречать очередной гумконвой из Башкортостана. На полгода один раз хотел встретиться. Уже раз. Вы переживаете, наверное, друг за друга, да? Конечно, переживаем. Когда он в госпиталь попал, я получается, на Донецкое направление. Из Донецка отпросился, взял машину, поехал в госпиталь. Да, Северодонецк. Северодонецк приехал. Тоже немалое расстояние, чтобы приехать ко мне. А пару часов даже приехать, проведать меня, как все, как. Отличная поддержка, конечно. Земляки из Бурзянского района отправили своим все самое необходимое. Отработали каждую заявку военнослужащих. Как говорится, все для фронта, все для победы. Вот привезли 3 бани, 3 автомобиля. Из количества автомобилей, если взять, у нас уже с района 32 автомобиля, а бани 23 бани. За гуманитарной помощью из Башкортостана наши военнослужащие приезжают на своих бронеавтомобилях прямо с передовой. Здесь ждут не только стройматериалы, воду, FPV-дроны, но и легковые внедорожники. Они здесь активно используются нашими бойцами при выполнении боевых заданий. На них они выезжают на линию боевого соприкосновения. И какая там сложная обстановка, можно увидеть даже по кузову вот этого УАЗика. Как видите, здесь все пробито осколками. К своим приехали и жители Буздякского района. Личные посылки, детские письма, автомобили и специальные средства. В муниципалитете уже идет сбор очередной гумпомощи. Жители очень за наших ребят переживают и постоянно спрашивают. Даже мы отдельный чат создали, там около 3000 наших земляков в этом чате сидят и деньгами помогают, и вещами помогают. Поэтому очень активно работает штаб Шеймуратова. Отдельно еще у нас создалось движение со стороны моряков, со стороны пенсионеров. Мы их называем серебряными волонтерами. Поэтому очень активно идет сбор и постоянно у нас все это пополняется. Буквально весточку, привет, письмо передать. Это уже с родины, это очень приятно, душу греет. Как бы не в плане материально, даже, а просто физически, душевно. Очень приятно. По-настоящему родными для бойцов стали и водители гуманитарных конвоев. У многих за плечами больше 100 рейсов. Один из них и сам бывший военный служил в батальоне Шеймуратова. Когда комиссовали по состоянию здоровья, устроился дальнобойщиком. Мне сделали операцию, прооперировали, поставили на ноги, так сказать. Я проходил реабилитацию и приехал наш гумконвой загружаться и говорит: Одесса, как, пойдешь к нам водителем? Я говорю, конечно, пойду. И все, и теперь продолжаю свой путь здесь. Также приезжаю к нашим пацанам, привожу все письма, посылки, как вы сегодня доставили. Все необходимое от нашей республики. Как будто я и не уходил, каждый день здесь, каждую неделю приезжаю. Каждый гумконвой – это не просто весточка из дома. Для бойцов это возможность встретиться с земляками, пообщаться и немного отвлечься от военных будней. Поддержка республики ощущается даже на расстоянии в 2000 километров.
Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. Из окопов в кабинеты правительства и администрации участники проекта «Герои Башкортостана» активно проходят практику на рабочих местах. В числе наставников именитые управленцы региона, главы районов, председатель ЗАГС собраний и даже сам руководитель региона. Как проходит обучение и адаптация на новой должности, узнавала наш корреспондент Ирина Кальянова. Он прошел сквозь огонь и воду, но вот к официальной деловой обстановке не привык. Впрочем, теплый прием наставника помогает убрать волнение. Совсем недавно Алексей Савельев был на передовой, а уже сегодня готовится к гражданской службе. В этом ему помогает председатель Госсобрания региона Константин Толкачев. Те люди, которые отобраны, которые сейчас проходят занятия, герои Башкортостана, они, наверное, уже проявили себя как истинные патриоты. А патриотизм является главной идеей государственной нашей работы. К роли наставника Константин Толкачев привык, однако в проекте такого формата участвует впервые, что тоже своеобразное испытание. У госслужащего должен быть хороший багаж знаний, но только теории в этом деле недостаточно. Нужна практика в виде встреч с гражданами, посещений совещаний. Наставник планирует взять ученика в свою ближайшую рабочую поездку. В роли ученика Константина Борисовича Толкачева это очень великая честь, большая ответственность. Это человек с таким богатым, колоссальным, я бы сказал, управленческим опытом, жизненным опытом, политическим опытом. В послужном списке Алексея участие в боевых действиях в Чечне, а также в Луганской Народной Республике в 2014 году. С началом спецоперации служил на Харьковском направлении. По возвращению домой оказывает помощь ветеранским организациям. Быть в водовороте событий уже стало привычкой, поэтому и принял решение участвовать в проекте. Говорит, особенно приятно встретить на обучении боевых товарищей. Сейчас пока вы не трудоустроены, да? Нет, я приехал. Другая участница проекта Зиньера Слобожанка уже год работает социальным координатором в Госфонде «Защитники Отечества». У боевой медсестры за плечами помимо СВО служба в Чечне и Сирии. Признается, попав на первый модуль программы «Герои Башкортостана», боялась не выдержать конкуренции. Думала и вовсе оставить идею участия в проекте. Однако все страхи ушли, когда она встретилась со своей наставницей Гульнур Кульсариной, которая взяла женщину под четкое руководство. Я думаю, вместе у нас все получится. Я уже с ней выезжала в Мишкинский район на прием граждан, Абзелиловский район. Также участвую в мероприятиях по городу. И у нас много планов на год. Это единственный женский тандем на проекте, поэтому и нужно им чуточку больше. Помимо обучения, наставница возьмется за имидж ученицы и поделится личными секретами. Женский взгляд, к слову, помогает в повседневной работе с участниками специальной военной операции и их семьями. Такие сильные женщины нужны, потому что у нас ответственных, грамотных, активных женщин хватает в народе, и они тоже должны быть у руля. На проект «Герои Башкортостана» было подано более 2000 заявок, и только 70 военнослужащих прошли в финал. Среди наставников – члены правительства республики, депутаты Госсобрания, главы муниципалитетов и директора предприятий. В роли учителя выступил и сам Радий Хабиров. В рамках федеральной программы «Время героев» он наставлял участника СВО Оскара Сидтикова, а также героя России Дениса Чернавина. На передовой закалились их лучшие качества – ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Пройдя нелегкие испытания, они не опустили руки и нашли в себе силы продолжать служить Родине. Как не раз отмечали власти, кадровый проект для ветеранов будет строиться по лучшим стандартам. Программы предполагают обучение современным методам и технологиям управления, командной работе и личностное развитие. Люди, доказавшие преданность стране в боевых условиях, станут новым драйвером для ее развития. Ирина Кальянова, Артур Хуснудинов. Итоги недели. Уфа. В России могут запретить автомобильные номера с буквами АУЕ и ВОР. Часто за такими комбинациями идет настоящая охота. А я напомню, что движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено. Эксперты считают, что раз подобные наборы букв пользуются популярностью и за них готовы отдавать большие деньги, значит, люди таким образом симпатизируют криминальной субкультуре. Рынок госномеров достаточно развит. Цены в стране на некоторые комбинации достигают десятков миллионов
миллионов рублей. А стоимость с каждым годом растет. Как предлагают выводить из оборота двусмысленные госномера, расскажет Анастасия Чебаева. Главное, что я доволен. То есть выходишь, смотришь, думаешь, ой, как хорошо. Красиво, эстетично, со смыслом. Так Рамиль Ахтареев объясняет, почему ему греет душу сочетание РАМ-222. Буквы, как можно догадаться, это сокращение от имени. А 3 двойки, говорит мужчина, были у него всегда. И в автомобильных, и в телефонных номерах. Но вот очень уж хотелось заполучить и нужный набор букв. В один момент, казалось, мечта почти осуществилась. Товарищ Сельтамаки заметил авто с нужным госномером, но мужчина не согласился продавать. Зато вскоре один из подписчиков Рамиля дал наводку. Показывает, что ребята, которые вот занимаются номерами, продают номер РАМ-222, 102 регион. Я такой думаю, блин, круто. Я им пишу, они мне делают скидку. Я приезжаю, там день-два буквально, они мне сделали этот номер. Я успокоился, обрадовался. И тут звонит тот парень предыдущий, Стритамакский. Говорит, слушай, мне, говорит, срочно деньги понадобились. Давай, говорит, сделаем. Так у Рамиля теперь 2 практически идентичных госномера. Отличие только в обозначении региона 02 и 102. Иногда, когда они рядом стоят вместе, я вот в окно, например, смотришь, люди проходят, фоткают, снимают. Это вот фетиш, что ли, это, я не знаю, либо это ребячество какое-то вот из детства, может. Ну и плюс еще, когда ты об этом сильно мечтал и визуализировал, да, и это получилось, сбылось, как некая такая детская мечта. И многие готовы платить немалые деньги за такую мечту. Официально госномер приобрести нельзя. В ГИБДД они выдаются путем рулетки. Компьютер в хаотичном порядке делает выбор. Зато есть компании, которые готовы предоставить необходимую комбинацию. Стоимость госномеров в республике достигает 5 миллионов рублей. Это, например, касается серии с 3 А. Самые ценные, естественно, те, где одинаковые буквы и одинаковые цифры. Особенно ценятся 3 семерки. Варианты побюджетнее – зеркальные – 373, 363. Они обойдутся примерно в 40 тысяч. Мы ездим по городам, по районам, ищем номера. Бывает так, что вот какой-нибудь дедушка, у него в гараже стоит старенькая машина, и с номерами там классными, там 777, 333, мы вот у него выкупаем. Бывает так, что целая семья делает нам запрос, примерно номер 500 хотят всей семьи. Вот мы уже ездим и ищем такие номера. Купить просто красивый номер не получится, поэтому уже много лет у продавцов букв и цифр работает отлаженная схема. На покупателя оформляется транспорт, так называемый автодонор с нужным госномером. Затем после постановки автомобиля на учет новый владелец сохраняет за собой номер и регистрирует уже на нужную машину. А вот Национальный автомобильный союз выступил с предложением и вовсе изъять из оборота некоторые популярные комбинации. Госномера с буквенными сочетаниями АОЕ и ВОР. Соответствующее обращение уже направлено в МВД, заявил вице-президент организации Ян Хайцер. Такого рода номера, которые являются созвучно запрещенной в России экстремистской организацией, это решение Верховного суда Российской Федерации, продаются и стоят определенные достаточно уверенные деньги. В мягкой форме, никакого насилия, просто запретить регистрацию этих номеров вторично. То есть, когда человек проходит перерегистрацию, рано или поздно это случится, и постепенно такого рода номера изымать. Ну, то есть, их нельзя будет перенести на новый автомобиль, как это делают всегда так называемыми блатными номерами. Национальный автомобильный союз ранее также выступал с предложением ввести официальные аукционы, но инициатива так и не была воплощена в жизнь. А вот коммунальщикам красивые номера не стоили ни копейки. Привлекательные комбинации красуются на уборочной спецтехнике. Таким образом, в свое время пытались сбить лоск с так называемых блатных номеров. И коммунальщикам в логичности суждений не откажешь. Вот у меня КАМАЗ номер 700, от этого он Феррари же не становится. Анастасия Чебаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Сразу после нас авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафудинова, в которой он расскажет о ключевых событиях через призму своего взгляда. А затем программа «Республика Лайв». Я с вами прощаюсь. Смотрите новости. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Минувшая неделя запомнится каждому своим, лично мне, прежде всего, культурными событиями. На Советской площади Уфы прямо в день российского флага торжественно стартовал фестиваль классической музыки «Романтика осени». Теперь традиционный.
Полная площадь народу, яблоку негде упасть. А еще говорят, такая музыка для узкого круга. Посмотрите на эти лица. Тысячи людей пришли насладиться высоким искусством. И когда над площадью звучит бессмертный Чайковский в исполнении нашего симфонического госоркестра, восторг сопричастия – вот что всех охватывает в такие моменты. Если у вас в это мгновение не поет душа, то у вас ее просто нет. Высокий полет музыки – праздник сердца. И над всем этим великолепием возвышается генерал Шаймуратов. Воистину он памятник воздвиг себе нерукотворный. И к нему теперь не зарастет народная тропа. Также наверняка с одобрением с высоты своего постамента он наблюдал и за грандиозной книжной ярмаркой «Китаб-Байрам». А еще «Айда играть», конкурс патриотической песни «Время героев», проводы и встречи наших настоящих героев специальной военной операции, развод почетного караула и просто любимое место отдыха с фонтаном для взрослых и детей. Разве можно было представить себе еще несколько лет назад такие масштабные красивые события на этом месте? Еще вчера хаотичная автомобильная парковка, а сегодня обязательный пункт кортежа молодоженов и безусловная достопримечательность Уфы – культурная, архитектурная и историческая. Лично для меня Советская площадь и мемориал Шаймуратову – это яркий пример того, как самые смелые планы и мечты можно реализовать в жизнь. В этом году романтика осени проходит в рамках Дней армейской культуры в Республике Башкортостан. Что это такое, спросите вы? Для многих представление о культуре в армии умещается в рамки конкурса «Строи и песни». На самом деле это огромный художественный пласт военных традиций и искусства самых разных жанров – изобразительного, литературного, музыкального, песенного и даже танцевального. Между тем, кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. Помните, бессмертные в бой идут одни старики. Музы и сегодня не молчат, когда говорят пушки. Уникальный культурный проект Министерства обороны добрался и до нашего региона после Москвы, Тывы и Питера. Его масштаб впечатляет. Более 300 мероприятий, причем в каждом районе Башкирии. Фронтовые и армейские ансамбли вместе с нашими творческими коллективами выступают за сохранение и укрепление единства армии и народа России. Культура, армия, единство – это не просто красивый слоган, а глубокий смысл. Есть культурный и информационный фронт, но все мы сейчас, да и весь мир, следим за фронтом дипломатическим. Переговорная карусель в последние пару недель крутится с бешеной скоростью. Встреча на Аляске Путина и Трампа без преувеличения историческое событие. Да, переговоры – это очень важно. Это большой шаг к миру. Но до выхода на какой-то компромисс и мирное соглашение на наших условиях прольется еще немало времени и крови. И все это время бои будут продолжаться. И переговорная позиция прямо сейчас зависит от фронта настоящего, от положения на поле боя. Именно там решается настоящая судьба мира. Украинскую армию обучают, вооружают и кормят за западный счет. Мы реально воюем со всем блоком НАТО, и Америка остается главным спонсором и куратором ВСУ. Да, она решила пойти путем дипломатии, когда поняла, что военным путем Россию не согнуть, она только крепче становится. Защитники своего отечества – вот наш главный аргумент в переговорах. Тысячи воинов-башкортостанцев сегодня выполняют боевые задачи там, за ленточкой. И именно они – наши главные герои. Не надо испытывать иллюзий. Быстрого и простого решения не будет. Интересы у всех свои. И гадать на трамповой гуще – дело неблагодарное. А самая опасная иллюзия, которая может нами овладеть сегодня, что вот-вот все закончится. Расслабляться не надо. До команды отбой, еще как до Млечного Пути. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.